В Ингушетии организованные преступные группировки вольготно чувствуют себя и держат в страхе бизнесменов и простых граждан. Лидеры ОПГ крышуют нефтяной бизнес, автозаправки, лекарственный рынок, торговые центры. Представители криминальных структур региона воруют миллионы на госконтрактах и обналичивают бюджетные деньги в карманных фирмах-помойках. Наша съемочная группа выехала в Ингушетию и провела собственное расследование. Большой репортаж Виталия Кармазина. Значит, позади меня микрорайон, так называемый 110 га, строительство, которое по федеральной целевой программе на контроле у президента страны, правительства России, значит, и под чутким руководством нашего главы республики товарища Евкурова. Что за объект? Здесь это строительство, значит, 1000 квартир, 2013 год сдачи и оставшиеся где-то около 800 квартир домов, где-то 2016 год. Об исполнении этой программы по отселению соблазневой зоны граждан Республики Ингушетии доложено президенту страны. Значит, об исполнении этой программы в 2016 году. Но сегодня на улице 19 год мы видим, что здесь делается, что здесь сделано. Значит, мертвая зона. Вот мы видим, строительство еще школы идет. Значит, никакого отселения и переселения здесь нет. Где-то на той части, говорят, какая-то часть уже переселена. Но благоустройство мы видим. И что здесь делается? Общая смета здесь была где-то около 7 миллиардов рублей. И спрашивается, как товарищ Евкуров в очередной раз докладывал в 2016 году об исполнении этой программы президенту страны Путину Владимиру Владимировичу, и насколько у него значит, эта совесть позволяет это делать, вводить в заблуждение руководство страны. Какая коррупционная составляющая, как здесь проводится? Вот по моим данным, 280 миллионов с этого объекта, 280 миллионов сразу переведены где-то якобы на дворец спорта, город Назрань. 160 миллионов переведены на перинатальный центр в городе Назрань. И все, эти деньги уже не возвращаются. Это помимо того, что сколько у них в этих домах, в этом микрорайоне квартир, сколько у них всего здесь прихвачено. Даже у племянника Евкурова, двоюродного брата или племянника Абузита Евкурова, 3 торговых центра. Вот за счет этих денег, выделенных на строительство нуждающихся, за счет этих денег построены 3 торговых центра в этом микрорайоне. Мощных, двухэтажных, больших торговых центров. А таких, значит, коррупционных составляющих очень много. Поэтому Абузит Евкуров, вот буквально вот мы видим РБУ, построил где-то, выделено ему 5 гектаров земли почти на это растворно-бетонный узел. Отсюда он поставляет все сюда, значит, он уже зарабатывает. Всегда у большого объекта, у большого подряда, значит, рядом появляется Абузит, или же его брат Евкурова Ахмед, РБУ, это ихнее, значит, детище всегда у больших объемов подрядов. Значит, они появляются и тут же раскладывают, значит, строят эти растворно-бетонные узлы, и они отсюда поставляют на эти объекты все, что, значит, и растворные, и бетоны, и все, и вся. Поэтому, а каким образом туда они поставляют? Значит, щебенка у них есть, откуда доставлять камень, есть откуда доставлять песок, бесплатный. Все у них бесплатно, но сюда, когда они выделяют, здесь за 3 дорого, за 4 дорого, значит, сюда выделяются, значит, эти продукты. И бетон, и раствор, и т.д. и т.п. Мои соратники, мои братья, мои товарищи сидят там по надуманным основаниям в местах лишения свободы. Это вот из-за этого, то, что мы говорили, то, что мы пытались и пытаемся достучаться до федерального центра, до президента страны, мы говорили, что здесь эта власть, она никчемная, она коррупционная. Это просто организованное преступное сообщество. Это просто, которые наживаются. Их основная цель пребывания здесь, в республике, это нажива. Больше ничем она не занимается. Не пользуется эта власть, региональная власть, авторитетом среди народа, среди населения республики. Каждый ингуш знает, чем занимается эта власть, чем она пропитана,
чем их внутренний мир построен, чем они внешне выдают себя. Поэтому мы просили бы еще раз федеральный центр направить сюда компетентную, серьезную комиссию правоохранительных органов. Мы проведем их за руку, проведем по всем объектам и покажем. Вот посмотрите благоустройство этого городка, который уже доложено в 2016 году уже построено. Вы посмотрите на этот мертвый городок. Это мертвый городок, это не живой городок. Здесь нет ничего живого, господин Евкуров. И ваш племянник оригинал. И ему подобные державы, значит, сити строить, как вас. Сегодня я тоже одним из гонимых, меня тоже, значит, объявили федеральный розыск. Вот из-за эти дела, значит, это просто надумано, это просто натянуто, сфабриковано, это чисто политические преследования, чтобы заткнуть нас, чтобы заткнулись мы, и мои соратники, мои друзья, мои братья. Вот когда мы указывали вот на такие преступления господина Евкурова, нас пытаются заткнуть, значит, чтобы мы молчали. Но мы молчать не будем. Мы хотим качественного строительства. Мы хотим, чтобы наше население, оно достойно другого, более лучшего, чем вот такое безобразие. О качестве можно было зайти и посмотреть. Ну, будем смотреть, будем видеть, когда это все мы приведем. Уважаемые соотечественники, в Ингушетии в настоящее время сложилась крайне напряженная ситуация. Причинами такой ситуации является полное игнорирование главой республики мнения населения, заключение им в тайне от народа соглашения по границе с Чеченской республикой, коррупция во всех органах власти. Вместо налаживания конструктивного диалога с народом, по инициативе главы республики в Ингушетии стянуто значительные подразделения силовых ведомств. Десятки людей, в том числе и лидеры протестного движения, Ахмед Барахоев, Малса Кужахов, Муса Мальсагов, Парах Чемурзиев, Багаудин Хаутиев, арестованы по сфабрикованным обвинениям за участие в мирных протестах. Усилия общественных организаций и гражданского общества по нормализации ситуации, выдвинутые ими конкретные инициативы властями республики, отвергнуты. Евкуров и его окружение пытаются таким образом подавить волю ингушского народа и продолжать творить беспредел в республике. Со всей ответственностью заявляю, что ингушский народ никогда не смирится с этим. Наши требования справедливы. Мы добиваемся только соблюдения наших гражданских прав, гарантированных Конституцией и законами Российской Федерации. В Ингушетии не было и нет сепаратистских и экстремистских проявлений. В сложившейся ситуации призываю ингушский народ продолжить исключительно мирными и законными способами добиваться выполнения наших требований отставки Евкурова, прямых и свободных выборов органов региональной власти, отмене антинародного соглашения по границе, искоренению коррупции. С этой целью прошу общественные организации, институты гражданского общества и всех неравнодушных граждан проводить в рамках реализации наших конституционных прав митинги, пикеты и другие акции протеста и мероприятия, направлять индивидуальные коллективные обращения в федеральные органы власти. От имени Всемирного конгресса ингушского народа выражаю искреннюю признательность нашим диаспорам в других странах и регионах, гражданам России, которые поддержали наш народ в его справедливых требованиях. Прошу вас активно продолжать такую деятельность. Уверен, народ Ингушетии преодолеет возникшие трудности, и мы вместе добьемся восстановления территориальной целостности республики и смены антинародной власти. Аллаху Ахтубахалвы, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа. Саламу алейкум, мягкой. Доброе время суток, россияне. Прошло достаточно много времени с момента, как в Ингушетии стянуты силовые структуры с разных регионов России, которые составляют административные материалы, на основании которых суд производит административные штрафы в отношении мирных участников митинга 26 и 27 марта в городе Магаз. Прикомандированные силовики проводили и проводят обыски с привлечением бронированной техники и множество вооруженных людей в масках у обычных мирных граждан. Это не экстремисты, не расхитители многомиллиардных сумм, а активисты оппозиции или рядовые участники митинга. Эти обыски и последующие аресты участников протестного движения имеют цель оказать давление на население республики и оппозицию, запугать и подавить гражданскую активность населения республики. Например,
Одним из последних, 19 апреля в 6 часов утра, вооруженными людьми в масках был увезен в неизвестном направлении наш председатель Малсык Ужахов. Позже выяснилось, нарушение Уголовно-процессуального кодекса, он был доставлен в другую республику, в центр МВД России в городе Нальчик Кабардино-Балкарской республики. А уже оттуда, 27 апреля, вместе с Ахмедом Барахоевым они были доставлены в СИЗО номер 6 в городе Владикавказ, подконтрольное ФСБ. Уверенно, это сделано с целью оказать на них моральное, психологическое давление. 29 апреля в городе Нальчик состоялось заседание Верховного суда Кабардино-Балкарской республики по апелляционной жалобе защитников Куриева Жабраила на постановление об мере пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении Ужахова Малсыка. Председательствовала судья Верховного суда Кабардино-Балкарской республики Хацаева Светлана Михайловна. Сторону обвинений представляли прокурор управления Генеральной прокуратуры России в Северо-Кавказском федеральном округе Брехов А.В. и следователь первого отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу Этлухов А.Р. Была установлена видеоконференц-связь между СИЗО номер 6 в городе Владикавказ и Верховным судом Кабардино-Балкарской республики в Нальчике. Заслушали Малсыга Ужахова и его адвоката Куриева Жабраила. Защитник просил отменить постановление Нальчинского городского суда Кабардино-Балкарской республики об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца или изменить указанную меру пресечения на домашний арест. Как отметил Куриев Жабраил, мера пресечения в виде заключения под стражу, как самая суровая из возможных, избирается только при отсутствии возможности избрать более мягкую меру из предусмотренных в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Более того, указал на тот факт, что, находясь под стражей, у Ужахова Малсыга обострился сахарный диабет. Не получает он должного лечения по другим заболеваниям. Но жалоба была отклонена, меру пресечения оставили без изменений. Аналогично проводили слушания дел других арестованных. Свидание с родственниками ему не дали и не объявлено, будет ли оно. Хотя ходатайство направлено следователю Главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу. У Совета Тейпа ингушского народа есть стойкое мнение, что на наших лидеров будет оказывать давление. Ахмед Барахоев, Малсык Ужахов и другие активисты оппозиции, эти люди, которые ступая на путь борьбы за конституционные права и свободы граждан республики, знали, что путь этот тернист, возможно лишение и ограничение их личной свободы. Но это не остановило их, потому что для них интерес своего народа стоят на первом месте. Народ Ингушетии в большинстве своем осуждает эти массовые репрессии после митинга 26-27 марта, солидарно с требованиями оппозиции и морально их поддерживает. Власть имущие всевозможными способами, хотя представить, что активисты оппозиции пришли к ним на поклон. Они не дождутся. Если руководство республики хочет договариваться с оппозицией, то требования Совета Тейпа ингушского народа для начала переговоров с властью выразил наш старейшина Мурат Беков. Первое. Немедленно выпустить всех арестованных. Второе. Прекратить дальнейшие репрессии. Главному кавказскому хану в угоду Рамзану Кадырову стали менять границы. Ингуши, то есть это надо было делать, чтобы это надо было совсем не понимать вообще, с кем имеют дело. Потому что ингуши это совершенно отдельный, это на Северном Кавказе уникальный этнос. Абсолютно уникальный. Он уникален тем, что он, имеет, что называется, пережил двойное давление. Это люди, которые находились, с одной стороны, в очень жестком подавлении со стороны Российской империи, так же, как и чеченцы, но они еще постоянно находятся в оппозиции ко всему своему окружению. Они находятся в оппозиции к чеченцам, они находятся в оппозиции, с которыми они были в одной советской автономной республике. Они находятся в оппозиции к православным осетинам. То есть это
достаточно жестко сплоченный народ. Если говорить вот о таких приметах этой жесткой сплоченности, она заключается в том числе, ну, как маркер этой сплоченности. То, что, например, ингушские девушки практически не выходят замуж за неингушей. В основном это все ингушские внутриэтнические браки. Это очень важный показатель. То есть это люди, этот народ, который умеет защищаться. Этот народ, который очень остро воспринимает любое посягательство на свой суверенитет. Этнический, территориальный, политический и так далее. И это народ чрезвычайно бедный и ограбленный. Там, эта республика одна из самых бедных на территории России. И вот с таким народом попытались обращаться, ну, извините, вот не сочтите за русофобию, ну, как с жителями какой-нибудь там, я не знаю, Тульской или, так сказать, Калужской области. Ну, это надо совсем ума лишиться. Это просто совершенно другой этнос, это другой механизм реакции, другая цена жизни. Они воюют всю жизнь. Они, так сказать, это люди, которые, это горцы, у которых, так сказать, совершенно другие отношения с миром. И вот с такими людьми попытались обращаться, вот как, извините, так сказать, там, я не знаю, с московскими сислибами или там с московской уличной студенческой тусовкой. Пытались их там разогнать и так далее. Конечно, они восстали. Конечно, они никогда не смирятся с тем, что будут перераспределены границы. Они никогда не смирятся с тем, что их сейчас лишают права на референдум по поводу изменения границ. Поэтому они будут поступать, они будут перекрывать трассу, что, собственно, произошло, вот эту вот Кавказскую трассу. И, конечно, это абсолютное безумие, то, что люди, федеральная власть в угоду Кадырову, потому что Кадырова воспринимают как смотрящего на Кавказе, как человека, которому даны абсолютно эксклюзивные права в Российской Федерации. По сути дела, Путин платит дань Кадырову. Да. Вот. Огромную дань. Эта дань намного больше, чем Россия вплоть до начала XVIII века, как известно, платила дань, или, по крайней мере, должна была платить дань крымскому хану. Еще Петр I, так сказать, был последний русский правитель, который прекратил эту практику. Так вот, если брать, я в свое время посчитал, если брать, сейчас цифрами не буду забрасывать, если брать ту дань, которую Россия, сначала Московское царство платила там, сначала Золотой Орде, а потом Крымскому хану, и сравнить с тем объемом дотаций, которые вкладываются в Чечню, то Кадырову Россия, Путин платит намного больше, чем русские князья платили дань, так сказать, Золотой Орде. Намного больше. Там совершенно другие цифры, ну, опять-таки, приведенные к тем, так сказать, денежным единицам. Вот. И вот решили помимо вот этой дани еще и умаслить Кадырова территориальными приобретениями. Это, конечно, глупость. Сейчас вот затеяли это. Так это к чему? Если в самой России, если Россия сама неделима и так далее, то почему опять возник вопрос с этими границами? Почему стравливают два народа, и чеченцев, и ингушей между собой? Тут все очень просто. Дело в том, что не народы стравливают. В Чечне сегодня стоит, так сказать, руководитель, который не обращает внимания на то, что там народ что-то хочет, не хочет. Ну, вот такого же хотят сделать в Ингушетии. Зачем? Ингуши более плотный народ, они друг друга все по именам знают. И что? Сейчас Евкуров расставит своих людей во власти и создаст какой-то халифат. А Россия-то зачем? Будущее России зачем? Это дело очень непонятное. Евкуров, это солдафон, он на жителей Ингушетии смотрит как на солдат в батальоне. Я как бывший военный знаю таких специалистов.
и таких вояк, которые по костям солдат шли к своим должностям. Главное показатели, главное какой на итоговой проверке показатели показали. А там хоть сдохни, но сделай. Ну это такое. И сегодня, конечно же, России надо, я не говорю, что идите, вот поддерживайте ингушей. Да дело в том, что не идите и поддерживайте, а в Ингушетии это и ваше будущее. Такое, какое будет Ингушетия, это будущее России. А еще они будут владеть недвижимостью на сотни миллионов рублей. За обычных жителей республики эти люди, похоже, переживают лишь на словах. Свой карман ближе. Виталий Кармазин, Владислав Додонов, Александр Зарубов, Сергей Солдатов и Андрей Скробот. Вести. Дежурная часть. Ингушетия.